Анатолий Шарий, да, что это за явление, да, и почему ему удалось так выступить на выборах в Украине, да, с чьей помощью это произошло, да, или он сам, да, вот что он получил даже государственное финансирование по закону. Ну, он его, я надеюсь, еще не получит, только с 1 января, даст Бог, потому что сейчас петиция о прекращении финансирования, она на сайте президента размещена. Этот вопрос еще пока дискуссионный, потому что огромное количество не просто людей в Украине, а госслужащих, чиновников, даже действующих, и сторонников Зеленского, и из его партии, и депутатов высказались против финансирования Шария. Почему? Потому что все прекрасно знают, что это чистый агент Суркова, так сказать, он финансировалась, его компания, на деньги из Москвы. И не надо питать здесь иллюзий. В Москве это вообще хорошо все известно. Прекрасно известно, что он, кому так сказать, известно? ну, так сказать, в оппозиции, среди людей, которые интересуются этим, журналистов, прекрасно известно, что Шарий является обычным пропагандистским элементом в Украине от Москвы. Почему? Потому что, ну, а где эта партия-то? Вот была кампания, вот были интенсивно эти шарики, был троллинг, значит, то Голосова, Крючка, ну, естественно, Порошенко и так далее. А где они теперь? Где эта партия? Это все виртуальный проект. Но люди-то голосуют. Правильно, потому что зомбировать можно как в России, так и в Украине. И зомбируются люди как там, так и тут. Единственное, что здесь хотя бы этому противодействует, а в России никто ничему не противодействует. Правильно сказал Роман Цымбалюк, что это монополия на информацию. Дело в том, что нужно проводить такую тяжелую, глубокую зачистку украинского политического поля. Понимаете? Медийного. Медийного, ну, это производное, да? То есть фактически одно и то же. Потому что недооценка вот этих угроз, она чревата тем, что страну потеряют. Суверенитет будет утрачен. И это не какие-то вот слова такие общие, а очень конкретные вещи. То есть этих людей нельзя допускать до выборов. Этих СМИ пророссийских в Украине не должно быть. Это путинские СМИ. Это путинские агенты, участвующие в политических выборах. И нормальная страна, которая заботится о своем суверенитете, да еще воюющая, не должна в принципе давать такой возможности. Ну, вот, ты как юрист все-таки, да? Ты не человек просто эмоциональный. Ну, конечно. Юрист, да? И такой застарелый юрист. Да, да. Я кандидат наук, да. И я все-таки вот, я так понимаю, что в принципе в офисе Зеленского понимают, что вот эти люди, о которых ты говорил, и вот эти телеканалы, что они являются угрозой. Я в этом абсолютно уверен. Там не, абсолютно точно, я разговаривал с некоторыми, они знают. Ну вот. И что бы ты, как бы ты посоветовал стратегически, ну не в деталях, но стратегически действовать с этой пятой колонной, которая тут из каждой форточки дует? Ровно так же, как я советовал это администрации Порошенко, с которыми я общался на протяжении нескольких лет по этому поводу. Конкретно по этому поводу. Ну, результат налицо. А здесь ничего другого, кроме административных решений, нет. Запретить эти партии, отнять лицензию этих СМИ, и создать площадку и платформу для дискуссии, но в рамках украинского суверенитета. Нету другого способа. Все остальное это лукавство. А как юридически это оформить? Законы? Вот, я еще раз повторяю, действующих даже норм, правил, которые есть, достаточно для того, чтобы партия Шария была отнята у нее регистрация. Напомню, он ее купил прямо в канун выборов. С нарушениями сам туда, так сказать, попал и пытался баллотироваться, нарушая закон о 5-летнем цензе при проживании в Украине для того, чтобы баллотироваться в парламент. Но протащил первым номером свою сожительницу, которая тоже 5 лет не живет в Украине. И почему-то она участвовала, возглавляя список партийный. Может быть, срок совместного проживания учитывался? Нет, я не знаю, совместно ли они живут, это вообще загадка. Вопрос в том, что почему-то нарушение закона на эти закрыты были глаза. Просто не закрывайте на это глаза. Юридически? Это возможно. Даже не принимая новый закон, администрация Зеленского может добиться судебного запрета этих вещей. Абсолютно. Лишить этой регистрации, потому что была одна партия в Минюсте, и вдруг перед выборами она перекупается и становится другой. Харьковские ее владельцы, такие бенефициары, продали ему ее и так далее. И вот, кстати, я слышал, что мне писали какие-то люди там в YouTube или где-то, что это неправда, что говорят, что Шария там поддерживает Кремль, его спонсируют харьковские какие-то люди. Это вообще опциональная вещь. Он мог набирать деньги с разных сторон, он вообще любитель под заказ работать, но это точно абсолютно Москва, это сурковская часть, потому что Сурков враждует с Медведчуком очень сильно. Очень сильно. Они воюют перед Путиным за то, чтобы быть главным по Украине. Через силовиков он поддавливал со своей стороны, да, для него это конкурент, но это как бы внутривидовая борьба. Вот. Так же, как и ОПО-блок, который тоже, так сказать, пытался получить какие-то проценты, и Шарий у них тоже частично это отнял.
Значит, почему это сурковский проект? Потому что, во-первых, он изначально таким был, потому что он предельно раскручивается, проект «Шария», значит, в России, его поддерживали активно на государственных СМИ, все вот эти Соловьевы и тому подобное, Скобеева, как это, Скамейкина, значит, они его поддерживали. Ну, а потом этот ресурс, что интернет-ресурс вообще, надо прямо и честно сказать, он полностью контролируется Москвой, русскоязычного сегмента интернета. Социальные сети, YouTube, Twitter и так далее, присутствие там пророссийского, ну, имеется в виду кремлевского влияния, оно абсолютно.